Добрый день, уважаемые участники конференции. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. Казалось бы, не с таким важным глобальным вопросом, но для коренных жителей, анализируя практику, я являюсь большим практиком в этой сфере деятельности, взаимодействия с коренными народами. Этот вопрос является, несомненно, важным и, может быть, даже основополагающим для будущего развития коренных малочисленных народов Севера. Действующее законодательство вступило в определенные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов коренных народов, что имеет важное значение для коренных народов, которые проживают на этих отдаленных территориях и ведут традиционный образ жизни. Проживание в таких труднодоступных территориях, где нет дорог, нет связи, коммуникации, существенно осложняет возможности коренных народов по получению государственных и муниципальных услуг, а также ограничивает их возможность к решению ежедневных насущных проблем ведения традиционного образа жизни. Самая ближайшая власть, которая может помочь коренному жителю, это органы местного самоуправления, расположенные в ближайшем населенном пункте, которыми являются муниципальные образования городских и сельских поселений. Поэтому вопросы участия этих муниципальных образований в устойчивом развитии коренных малочисленных народов являются актуальными и нуждаются в рассмотрении и совершенствовании. Традиционный образ жизни коренных народов в современных реалиях является легко уязвимым. В связи с этим Российская Федерация относит малочисленные народы к особой социальной группе населения, которая нуждается в государственной поддержке и правозащите. Ольга, жизненные традиции малочисленных народов основаны на исконной взаимосвязи с окружающей средой, рациональном использовании природных ресурсов, традиционном хозяйствовании, имея многовековой опыт сосуществования с природой в гармонии и единстве, коренные народы трудно адаптируются к новым современным социально-экономическим условиям, когда их территории подвергаются интенсивному воздействию. Это и промышленное освоение недропользователей, и незаконное вторжение в территории традиционного природопользования для рыболовства, охоты, заполнение территории отходами и другие вопросы, которые, естественно, влияют на традиционную жизнь коренных народов. У коренных жителей возникают определенные сложности с получением установленных мер государственной поддержки, которые государством организованы, но коренные жители не могут ими воспользоваться из-за либо отсутствия информации о способах получения, либо отсутствия технической возможности, малограмотность, другие причины, характерные для народов, проживающих на отдаленных территориях, труднодоступных, там, где ведут исконный образ жизни коренные народы. Вопросы социально-экономического и культурного развития коренных народов, вопросы обеспечения прав, законных интересов отнесены к ведению различных уровней публичной власти. Но для решения таких своих вопросов коренные жители чаще всего обращаются в органы местного самоуправления городских сельских поселений, которые в настоящее время не наделены полномочиями в сфере взаимодействия с коренными малочисленными народами. Федеральный закон, основной закон для местного самоуправления 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации не содержит норм, закрепляющих за поселениями в вопросах местного значения в рассматриваемой сфере взаимоотношений с коренными малочисленными народами. Практика показывает, что в настоящее время органы местного самоуправления в поселениях, в органах местного самоуправления отсутствуют специалисты, работающие по вопросам коренных народов. Отсутствие таких специалистов не позволяет муниципальному образованию в полной мере осуществлять местное самоуправление на всей территории поселения. Особенно эти вопросы остро ощущаются там, где основное население поселения составляет именно коренные малочисленные народы, то есть национальные поселки, деревни, состоящие в основном из коренных малочисленных народов. Отсутствие специалистов обусловлено иными требованиями правовых актов. Так, например, в соответствии с бюджетным кодексом
В местных бюджетах предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования. Формирование этих расходных обязательств должно происходить в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения. И бюджетный кодекс иных форм расходования денежных средств не допускает. Следовательно, поселение не вправе иметь специалистов по работе с коренными народами и осуществлять их содержание за счет средств местного бюджета. Поэтому включение муниципального образования поселений в механизм реализации вопросов о защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, законодательное закрепление возможностей такого участия позволит повысить эффективность устойчивого развития коренных малочисленных народов. Новыми положениями Конституции закреплено, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, которое проживает на соответствующей территории. Современное законодательство закрепило возможность участия регионов в формировании полномочий сельских поселений с учетом территориальных особенностей. И, казалось бы, отсутствие ограничений дает возможность регионам создать эффективный механизм реализации полномочий по решению ряда вопросов местного значения сельских поселений. При этом надо сказать, что будет корректироваться основные положения Конституции, где местное самоуправление является самостоятельным решением вопросов местного значения. Поэтому, как показывает практика, без соответствующих изменений в 131 законе такой эксперимент невозможен. В целях реализации конституционной гарантии по защите интересов и соблюдения прав коренных народов, а также более эффективного осуществления местного самоуправления на территории городских и сельских поселений предлагается закрепить вопросы в части создания условий для осуществления мер по защите прав коренных народов, вопроса местного значения городских и сельских поселений. В этих целях предлагается дополнить статью 14 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации вопроса местного значения следующего содержания, который будет относиться к полномочиям поселений. Создание условий для реализации мер, направленных на реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств. То есть у крупных муниципальных образований есть полномочия по разработке и осуществлению мер, направленных на реализацию прав, а мелким, маленьким поселениям, которые являются в непосредственной близости для коренных народов наиболее важными. Вот если добавить такую норму в основном федерального закона об организации местного самоуправления, создание условий для реализации мер, то у населения появится возможность включать в свой состав специалистов по работе с коренными народами и решать много задач на правовой основе без возможного ущерба для их очередных проверок со стороны контрольных органов, не нарушают ли они, не превышают ли свои полномочия поселения. Хотя вопросы эти поселения решают, все равно решают, потому что население с любым вопросом приходит в первую очередь в свой ближайший населенный пункт, где есть местная администрация. Значит, кроме того, можно рассмотреть возможность добавить соответствующие дополнения к закону о гарантиях прав коренных народов, в части закрепления за поселениями отдельных полномочий по таким направлениям, как, например, принятие участия в реализации программ муниципального района по социально-экономическому и культурному развитию, участие и осуществление контроля за предоставлением и охраной лицами, относящимися к коренным народам земель, необходимых для ведения традиционного образа жизни. То есть основное полномочие района, но если поселение там будет участвовать, то это приведет к эффективности и защите прав и гарантий коренных народов. Участие в установлении общих принципов организации деятельности территориального общественного самоуправления. Ну и как и тут можно отметить, что система управления и организации публичной власти продолжает формироваться и совершенствоваться, заслуживает внимания, требует дальнейшего продолжения научных исследований. Поэтому важно находить такие правовые пути сочетания оптимизации полномочий государственных органов власти, органов местного самоуправления по решению вопросов, которые связаны с реализацией гарантий коренных малочисленных народов. Вам спасибо большое за внимание. Я закончила. Спасибо большое, уважаемая Любовь Владимировна. Разрешите буквально несколько слов дать Елене Алексеевне, пожалуйста. Спасибо.
Любовь Владимировна, вы высказали просто такие ценнейшие мысли, которые явно просятся в проект нашей резолюции. Более того, здесь присутствует председатель нашего комитета Прокопьев Владимир Михайлович, который плотно работает над местным над реформированием местного самоуправления системы публичной власти по проекту федерального закона. И мне кажется, очень важно, чтобы вы сформулировали свои предложения вот эти, и их внести в нашу резолюцию. Это первое. Второе. Да, у нас уже не цветы, Диана Алексеевна, все ценное, мы все уже включили, так что большое спасибо. Да, и вот далее, да, это продолжение надо далее донести вот нашему инструменту и далее госорганам, федеральной Госдумы, это важно. Сейчас как раз идет это обсуждение. Второе, в банках юристы, я бы очень хотела, юристы, ученым, очень хотела бы предложить четко заняться четкой разработкой понятия «коренной народ Арктики». Вы тоже в своем выступлении использовали самые разные понятия. При этом имели в виду, видимо, Ханты-Мансийск, допустим, да, вот для вашего региона. А на самом деле, допустим, наши Якутии же, коренного народа Арктики, мы вполне можем признать также и народ Саха, в Карелии Коми, в Карелии Карелов, Коми и так далее. То есть этот закон гарантия прав коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации не устраивает нас. Мы должны стать также субъектами права. Мы сейчас говорили о субъектах права КМНС, закона о МСУ. Нам нужно, чтобы в этом федеральном юридическом правовом поле было четко определено понятие «коренной народ Арктики». И мы были бы очень благодарны вам, Любовь Владимировна, если вы за это дело взялись, с той вашей подготовки, которую вы сегодня нам продемонстрировали. Благодарю вас. Спасибо большое.